Мелодии для души и сердца прозвучали в городе на Неве. Адам и Дали Гуцериевы выступили в главных дворцах Санкт-Петербурга, Государственном Эрмитаже и в Екатерининском дворце. Концерты прошли в рамках большого тура музыкантов по городам Европы и Ближнего Востока. Напомним, что ранее Адаму и Дали рукоплескали зрители Арабских Эмиратов, Турции, Германии, Австрии и Египта. Существует мнение, что хороший музыкант должен уметь представить себе впервые услышанное, даже сложное оркестровое произведение в виде партитуры. Это высшее совершенство, какое себе можно представить. Так вот, слушая исполнение наших юных музыкантов Адама и Дали, создается ощущение, что они способны не только мгновенно перенести произведение на партитуру, но и способны дать абсолютно любой мелодии цвет, форму, запах и даже вкус. Пианист Адам Гуцериев учится на втором курсе Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Ему всего 19 лет, но его имя уже очень хорошо известно меломанам. И в этом нет ничего удивительного. Адам начал заниматься музыкой в 5 лет, а уже в 11 стал победителем 7-го международного конкурса молодых пианистов Амигдала в Италии. Сегодня талантливый молодой человек, многократный лауреат и победитель многих престижных международных музыкальных состязаний. Только в этом году он завоевал первое место в берлинском конкурсе Fanny Mendelssohn International Competition и получил первую премию и золотую медаль в Гран-при виртуоза в Зальцбурге, на родине Моцарта. За неполное десятилетие, которое продолжается его карьера, пианист выступал со многими прославленными оркестрами и дирижерами. Среди них датский королевский оркестр, английский королевский оркестр Ковент-Гардена, камерный оркестр Давида Герингаса, азербайджанский государственный симфонический оркестр, российский национальный оркестр и с другими коллективами. Как все прошло для вас? Насколько ожидания и реальность совпали? Ожиданий не было, реальность отличная. Доволен собой, доволен оркестром. Все хорошо. Как прием публики? Ну, в Питере всегда хорошая публика, на самом деле. И овации были большие, да. То есть это вот меня впечатлило. Значит, что-то сделал правильно. Чем Питер отличается от других площадок, в том числе и мировых, по атмосфере, по приему публики, по площадкам? Не могу объяснить, но что-то иное в нем есть. Время года как-то влияет, осень более меланхоличная. Осень – это мое любимое время года. Насколько необходимы репетиции для вас, как для солиста? Потому что программа, с одной стороны, казалось бы, обкатанная, и с дирижером тоже сыгранность есть. То есть какую необходимость носит репетиции перед концертом? Довольно большую, но не должно быть много репетиций. У нас была одна репетиция перед концертом, генеральная. За 2 часа до концерта мы сыграли просто. Прошлись по всему, договорились, и нормально. Что для вас удачный концерт? По каким критериям вы себя оцениваете в нем? Звучание, те нюансы, которые доступны либо только мне, либо только профессионалам.
где я сыграл в ритм, где я не сыграл в ритм, где я сыграл правильные ноты, где нет. Обычный человек вряд ли поймет такие тонкости. С какими эмоциями человек должен уходить, зритель должен уходить после вашего концерта? Зритель никому ничего не должен, и слушатель точно. Если ему понравится, он идет с хорошими впечатлениями. Если нет, то с плохими, и потом напишет разгромный отзыв. И это в целом правильно. Люди должны давать свое мнение, чтобы исполнители могли потом как-то исправлять свои ошибки, возможно. Вы знаете, очень тонкий пианист, утонченность, проникновенность, конечно же, потрясающая техника и при этом спокойствие. Это, конечно, это прекрасно. И это, я считаю, что в этом вся суть, в этом вся музыка. Он ведет музыку, он ее чувствует, он знает, что он делает. И это дорогого стоит, потому что для каждого музыканта очень важно показать свой стиль, внести свою лепту, свою краску, свои мысли. А Адам как солист потрясающий. Я желаю ему успехов, не останавливаться на достигнутом и, конечно же, творческих успехов, чтобы его звезда сияла ярко на небосводе, на ярком, скажем, таком прекрасном. Вот видите, этот красивый зал, красивый рисунок этого зала. Вот чтобы это также было и в душе, и в счастье, и, конечно же, в музыке, которую дарит сегодня нам Адам. Прям даже в одном моменте я плакала, не сдержалась. Это были слезы счастья. Спасибо вам огромное за организацию. Очень понравился. Пианист молодой. Произвел очень большое впечатление. Ну и, конечно же, дирижер наш замечательный. Оркестр был замечательный, все. Ну и пианист тоже. При его возрасте он еще далеко будет дальше идти, будет звездой. Виолончелистка Даля Гуцериева, выпускница аспирантуры Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Начала выступать с 9 лет. В 15 получила гран-при на международном конкурсе виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого. А сейчас она одна из самых гастролирующих молодых исполнительниц России. Далее стала победителем международного музыкального состязания в Манчестере. Выиграла в American Virtuoso International Music Competition в Нью-Йорке и в Гран-приз Virtuoso в Зальцбурге. А недавно завоевала первую премию конкурса «Новель Сентуалес» в Париже. Творческий потенциал российской виолончелистки оценил великий испанский тенор Хосе Каррерас, вручивший ей премию «Браво». Помимо концертной деятельности, Даля Гуцериева, которую уже сегодня называют преемницей Мстислава Ростроповича, занимается популяризацией классической музыки среди молодежи, участвуя в круглых столах и различных радио и телевизионных программах. А еще Даля входит в состав жюри конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого, в котором когда-то одержала свою первую победу. Самое яркое, наверное, если в целом, то это красота Петербурга, великого города. И, конечно, этот зал, его история, какие здесь были великие люди, императоры, царицы. Все это просто вызывает восхищение, вызывает такое чувство какого-то чего-то исторического, что ты часть какой-то истории теперь, то ты здесь выступала. Я очень рада, что я здесь выступила. Каждый раз вот ты к чему-то другому стремишься, чтобы было еще лучше, лучше, лучше. Нет предела совершенству. Вот, поэтому, в целом я довольна всем. Волнение у меня всегда перед концертами.
очень сильное бывает, иногда бывает не такое сильное, но оно всегда присутствует. Это нормально. Вообще я не борюсь, с ним бессмысленно бороться. Ты будешь бояться. Все равно это публика, ты все равно переживаешь, получится, не получится. Оно просто есть, нужно просто его принять. Главное не бояться уже на сцене, а сосредоточиться и сыграть. С каким вы хотели, чтобы эмоциями уходили зрители с вашего концерта? Но только с восторгом, как и все музыканты хотят этого. У меня будут новые выступления в Европе, я буду выступать в Вене. Очень этого жду. И безумно счастлива, что у меня такой творческий путь насыщенный. У Адама была вот какая-то такая новая непосредственность и в хорошем смысле расслабон, который должен быть, когда ты играешь музыку эпохи классицизма. Вот. А у Дали, наоборот, какая-то появилась дополнительная собранность, такая прямо, такой конструктивный, что ли, даже подход к себе. Вот. И там мелкие штриховые какие-то вещи стали получаться лучше. Вот, по-моему, осмысление идет. Но они играют эти концерты все время. Вот. Я уже много раз дирижировал этими концертами. И, в общем, развитие совершенно определенно происходит в нужном ключе. Вот. Я подумал, что педагог, вот, который сейчас у Дали, она прям такая очень хваткая женщина. Я один раз видел. Вот. В общем, они молодцы. Она очень вкладывается. Плечи, движение. Вот. Видно, что она очень вкладывается в то, что делает. Вот. Да, искренняя получается такая игра, да. Есть в ней некий шарм, который, в общем-то, свойственен только ей, очевидно. Поэтому она молодая, но, на мой взгляд, уже перспективная. Прямо завораживает. Вот сидишь и забываешь, что ты вообще здесь. Ты летаешь просто вот. И красавица, и очень умница, и очень здорово играет. В Санкт-Петербурге молодые музыканты бывают регулярно. В 2019 году выступали в рамках 9-го международного фестиваля «Петербургские набережные». В 2022 году с Государственным академическим оркестром под управлением Александра Титова во дворце Белосельских-Белозерских. В прошлом году состоялся концерт в Юсуповском дворце, а в этом концерты в Большом зале Екатерининского дворца в Царском селе и в Гербовом зале Эрмитажа. Солисты вышли на сцену с Большим симфоническим оркестром имени Петра Чайковского и маэстро Филиппом Чижевским. В роскошных интерьерах самых больших парадных помещений дворцов прозвучала 5-я и 6-я симфонии Чайковского, а также концерт для виолончели до мажор Йозефа Гайдна, солистка Дали Гуцериева, и концерт номер 1 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена, солист Адам Гуцериев. В завершении хотелось бы отметить, что хорошие музыканты – это своего рода целители уставших человеческих душ. В этом плане музыкальная терапия от Адама и Дали Гуцериевых стоит на очень высоком духовном уровне. В октябре жители северной столицы получили свою дозу прекрасного, а в ноябре российские музыканты выступят в Баку и в Вене.
Накануне наши артисты дали интервью телеканалу «Мир» и рассказали много интересного. Где бы вы ни выступали, куда бы ни приезжали с гастролями, везде повестка одна. Вы очень молоды, и у вас очень высокий уровень мастерства. Скажите, с чего начался ваш путь в музыке? Началась у меня, на самом деле, с раннего детства. Вообще, виолончель я выбрала сама, когда мне было 7 лет. Она же была, наверное, больше вас на тот момент. Вообще, виолончель долго была больше меня. А как вообще можно выбрать такой большой инструмент в таком юном возрасте? Наверное, какой-то пример был в семье? Да, у нас был пример, у нас просто друг нашей семьи, он играл на виолончели, и мы иногда, вот он играл для нас, мы такие устраивали музыкальные вечера, и я захотела на виолончели, хотя изначально думали отдать меня на скрипку или на фортепиано, но я сама решила вот виолончель. И вот с тех пор начался, с 7 лет, начался мой виолончельный путь. Адам, вы, получается, по стопам Дали пошли? Вас увлекла вся эта музыкальная история? Или у вас свой путь? Ну, во-первых, тут большое спасибо моим родителям, тем, что они воспитали во мне любовь к музыке. Я в детстве постоянно ходил на разные концерты, оперы и так далее. Поэтому мне это было знакомо всю мою жизнь практически. С самого такого неосознанного возраста. И я не помню, как я выбрал фортепиано, но мне говорят, что любой другой инструмент я не воспринимал. Тоже я начал примерно в этом же возрасте, а дальше музыкальная школа и просто постепенное усовершенствование навыков. Был ли какой-то момент, когда вы поняли, вот все, сейчас началась моя профессиональная карьера? Да, у меня это было, знаете, совсем недавно почему-то. Вот когда в прошлом году я была в Саратове, и я была в качестве жюри на конкурсе Кнушевицкого, а этот конкурс я выиграла, когда мне было 15 лет. Это была моя первая победа. И вот когда я задумалась, что я была вот здесь, на меня раньше смотрели жюри, а теперь я жюри, которое смотрит. И в этот момент я поняла, Даля, ты же уже все, ты уже взрослый сформировавшийся музыкант. Все, отсюда началась твоя какая-то профессиональная карьера. В этот момент я это осознала. Ну а после этого что-то изменилось? Может, подача, например, поменялась? Я как-то немножечко начала гордиться собой, что я прошла такой долгий путь, добилась успехов, и я очень рада. Адам, у вас такой момент уже наступил? Ну, все индивидуально. Вот именно у меня такого, знаете, открытия глаз, некого откровения не происходило. То есть просто я постепенно наблюдал за своей игрой, за тем, как я развиваюсь. И всегда, конечно, было приятно, когда я там получал какие-то награды на конкурсах, играл концерты, встречался с прекрасными дирижерами и оркестрами. Это был такой очень постепенный процесс. То есть для меня очень все было так размеренно и гладко. Мне кажется, у мальчишек где-то вот в подростковом возрасте наступает такой период, когда вот, посмотрите, я вот такой, и у вас ведь награды очень рано пошли. Неужели вы не начали в этом раннем возрасте гордиться своими умениями? Ну, честно. Смотрите, просто такая проблема. Я учился среди людей, которые не уступали мне. И просто перед кем мне как-то себя превышать, когда мои одноклассники, которые тоже учились в центральной музыкальной школе с восхитительными преподавателями, ну, я же не мог, ну, это нет. А смысл как-то своими регалиями показывать их людям, которые не занимаются музыкой. По мне, это просто глупость. Получается, свой путь нужно выбрать в очень раннем детстве и потом ему следовать. А всегда ли семья поддерживала в этом? Всегда ли было понятно, что вот эти двое прям с раннего детства и далее будут музыкантами на всю жизнь? Да, насчет меня и Адама, да, все верили, что мы будем музыкантами. Все-таки у нас музыкальные способности есть, и это было видно с самого детства, поэтому сомнений как-то ни у кого не возникало. У каждого из вас огромное количество наград. Что дают награды на старте музыкальной карьеры? Открывают ли они двери концертных залов? Дают ли контракты новые? Во-первых, ради того, чтобы соответствовать собственным стандартам, каждому хочется развиваться, а не стоять на месте, просто для самого себя. А во-вторых, ну это же все-таки, ну, твое резюме. Ты когда... Эти награды — это не просто красивый кубок у себя на полочке или медаль. Это в том числе способ представить себя тому, кому ты играешь, перед кем ты выступаешь, кому ты, может быть, интересен потенциально. Ну, то есть веса прибавляют. В этом смысл наград, конечно.
Какая самая важная для вас награда? Вот для меня лично эмоционально, я вот недавно конкурс в Зальцбурге. Почему именно он? Ну, это родина Моцарта. Это такое, знаете, очень... ну, что-то духовное. Далее, как у вас с наградами? Какие самые дорогие? У меня их, наверное, 3. Вот первое, когда мне было 15 лет, я выиграла свой первый конкурс. И вот это был мой первый конкурс, и на первом же конкурсе я лауреат. У меня первое место, конечно, какое-то было счастье неимоверное, какое-то даже свобода какая-то начала ощущаться. Потом, наверное, премия «Браво», когда в Большом театре мне вручил премию «Браво» Хосе Каррерас. Это было какое-то тоже... Ну, мне казалось, что я в сказке. Из-за того, в каком месте, или из-за того, кто, или вот... Из-за кто... всего, из-за того, кто вручил, в каком месте, и как-то это все было как, ну вот, бал, знаете, какое-то торжество. Ну и вот и третье, да, вот это в Зальцбурге мы вместе с ним выиграли первые места, заняли. И для меня тоже, опять же, тоже родина Моцарта, все как-то пропитано классикой абсолютно. То есть у вас такая счастливая профессиональная жизнь получается? Да. Да. А какие выступления в карьере вы бы назвали знаковыми для себя? Какие места, гастроли, залы? Сложно выбрать на самом деле, правда сложно. Потому что, ну вот я бы, наверное, сказал, выступление в Зальцбурге было очень интересным. В Питере я выступал, далее выступал в Екатерининском дворце. Вот. Поэтому это, да, все это имеет свое значение, и мне сложно выбрать что-то конкретное. Далее, как выглядит высшая планка мечты музыканта? Я думаю, что для каждого она своя. Но для меня, наверное, высшая планка — это Давид Герингас, Ростропович, величайшие музыканты, Жаклин Дюпре. Выше просто некуда уже. Ну а что бы вы хотели сыграть? Может быть, с кем выступить? Есть ли какая-то мечта, которую можно реализовать, когда вот есть план? У меня есть мечта выступить на конкурсе Чайковского. Вот, и вообще я к ней иду. Я бы очень хотела занять какое-нибудь место, желательно первое. Вот, это моя мечта на данный момент. А выступить и сыграть, знаете, я очень люблю произведения рококо. Это мое, наверное, любимое виолончельное произведение, и еще сюиты Баха. Я готова их играть где угодно и когда угодно. Лично для меня, я так отвечу на вопрос, есть такой великий пианист-исполнитель Глен Гульд. Знаменит он своими записями и его интерпретацией Баха. И он это делал таким невероятным образом, что Бах в исполнении Глена Гульда стал отдельным феноменом. То есть это никто не сможет повторить никогда. Это что-то, какой-то абсолютно иной гениальный взгляд на уже готовый существующий материал, который исполняли веками. И вот мне кажется, когда вот пианист, исполнитель достигает вот подобного, это вот и есть та самая верхняя планка. Получается, по вашему опыту, нужно детей как можно с более раннего возраста знакомить с музыкой, водить их на разные концерты, и чтобы музыка задевала их. Конечно, нужно понимать, что музыка — это абсолютно естественная для человека вещь. Музыка существует с момента, когда появился человек. Она сопровождает нас и будет сопровождать вообще до конца человеческой истории, я думаю. Поэтому, да, с музыкой нужно быть знакомым, ее нужно любить. Это неотъемлемая часть, по крайней мере, моей жизни. Спасибо вам за этот разговор и добрых вам гастролей. Спасибо большое.